Такой Каюм Насыри, советский миф и реальный человек, Урыс Каюм, его роли мест на стыке двух культур, татарское возрождение Каюм Насыри, буревестник новой эпохи. Правда ли, что Каюм Насыри создал татарский литературный язык? 4 вопроса, да? Правильно, да? Речь идет о 19 веке, да? Это все происходит, события происходят, если мы говорим про Каюм Насыри в 19 веке. Он родился в 1825 году, умер в 1902 году. То есть он всю свою сознательную жизнь прожил в 19 веке. И такой вопрос стоит. Правда ли, что Каюм Насыри создал татарский литературный язык? Правда или нет? Как вы думаете? Нет. Не знаю. А почему его надо было создавать вообще или не надо было создавать? Сначала давайте повернем этот вопрос по-другому. Надо было создавать литературный язык или не надо? Его не было, что ли? А что, до сих пор до Каюм Насыри никто не разговаривал, что ли, на татарском языке? Или никто там не читал книги, что ли, не писал книги? А почему тогда Каюм Насыри должен был создать татарский литературный язык? Что до этого, там, тысячелетняя история, Кулгали и все такое, Мухаммадьяр, период Казанского ханства и так далее. Причем все это они как-то жили, татары до сих пор, да? А потом вот Каюм Насыри пришлось создавать татарский литературный язык. Но здесь тоже много рассуждать можно. Вот я вам скажу насчет литературного языка. Сначала надо понимать или делить, что такое разговорный литературный язык. О чем идет речь? Письменный литературный язык. То есть для русскоязычного человека проблемы практически нет. Русский человек, ну, русскоязычный, кто читает на русском языке, может читать и литературу и 19 века, и 18. Разницы большой нет. Это литературный язык, сформированный давно. С татарским языком ситуация совершенно другая была. Это, во-первых, если мы берем письменный язык литературный, он разный был. Разные варианты были. То есть это был османский вариант, допустим. То есть когда авторы писали книги практически на турецком языке, это тоже был литературный язык. Или был чагатайский, это подражание, скажем, под влиянием Средней Азии, когда писали там ближе к узбекскому современному. Или хорезмский, или, я не знаю, агузский. Например, Каса Исуф написан на агузском языке. Ближе к агузские элементы там преобладают. Это все литературный язык. И если вы будете читать то или иное произведение на оригинале, то увидите, что ничего там не поймете. И не говоря о том, что это все продолжалось вплоть до начала 20 века. Вот возьмем Габдул Тукай, который писал свои стихи первые, да, вообще на непонятном арабо-персидском языке. Но я еще не сказал про арабо-персидский, да, это обязательно было, конечно. Там не только использовали арабо-персидские слова, они целые конструкции эти использовали. Персидский зафет, например, да, это есть такой. Или там арабские прям целые конструкции ставили. И вот это все был литературный язык. И в двух словах скажу я тоже. Сейчас вот у нас в Институте языка и литературы имени Ибрагимова, где я работаю, мы уже разработали программу Миростат, которая транслитерирует с печатного старотарского языка на современный кириллицу. Но она на 60-70% готова, ищем финансирование, пытаемся ее завершить. Мы подавали грант совместно с Иннополисом и Санкт-Петербургским университетом, Бурятским институтом на создание программы по транслитерации арабоязычных рукописных текстов. Сейчас вот над этим сейчас мы работаем и сталкиваемся напрямую с этим татарским литературным языком, да? Когда вот его пришлось пощупать, когда система, в том числе с использованием искусственного интеллекта, с помощью Иннополиса, специалистов IT, мы пытаемся создать графическое распознавание. Я еще не говорю про то, что это были разные имля, так называемые, да? Имля, то есть разные варианты написания тех же букв, которые менялся, алфавит менялся. И вы не представите, как это сложно все. То есть он такой разнообразный был, татарский литературный язык, да, в кавычках, что это просто уму непостижимо. И сейчас вот те программы, которые пытаемся создавать по распознаванию, по графическому распознаванию, там нужно знать очень много и сталкиваемся с множеством проблем. И вот Каюм Насыри создал татарский литературный язык. Понятно, что до него разговаривали на татарском литературном языке. О чем идет речь все-таки? Как вот правильно сформулировать то, что сделал Каюм Насыри? Во-первых, это, конечно, вот эти все формулировки, они были созданы в советское время, конечно, нужно было создать, там, Пушкин создал русский литературный язык, там, этот Каюм Насыри
татарский литературный язык. Надо было кого-то назначить создателем татарского литературного языка. Но с другой стороны, если посмотреть на тот же самый 19 век, по большому счету других фигур и персоналей особо и не было. Тех, кто занимался языком татарским. Но если не брать миссионеров типа Ильминского, там, Малова, которые так или иначе занимались проблемой татарского языка и пытались его адаптировать под религиозные книги, которые христианские, которые они готовили на татарском языке для кряшен. Они занимались в какой-то мере. И какие-то западные миссионеры, которые приезжали, иногда изучали тоже татар. Вот. И тогда получается, что на самом деле Каюм Насыри создал татарский литературный язык, потому что он первым систематизировал вот этот весь массив данных, который к тому времени уже набрался, да. То есть мало того знать язык сам, да, или читать на нем книги, это же нужно и все это описать, систематизировать. Он создал словари татарского языка, да, причем понятные словари, которые татарско-русские, русско-татарские, двухтомные, вот, да, и грамматику написал татарского языка, причем все это доступным языком. То есть он, если мы говорим современным языком, впервые ввел в научный оборот вот понятие о татарском литературном языке, да? Какой он должен быть. И если мы посмотрим, это первое, если мы посмотрим, что он предлагал, вот эту лексическую базу, которую он использовал в словарях, и сам он, конечно, писал по-разному. У него есть и сложные написанные труды, да, сложным языком, тоже с арабо-персидскими заимствованиями, особенно исламского содержания у него есть труды. Есть, которые попроще написаны для широкой публики. Он все же вот этот татарский литературный язык, на котором мы сейчас, или татары, на котором сейчас разговаривают, можно сказать, что Каюм Насыри первым систематизировал, ввел научный оборот и донес до мира всего, какой он вот этот татарский язык. Потому что мало его использовать, его надо же ввести в научный оборот и описать. Допустим, какие-то африканские племена, допустим, используют какой-то язык давно испокон веков, да, сейчас. Но у них нет ни алфавита, ничего нет, никто их не описал, что из себя представляет, да, там, фонетика какая там и так далее, орфография какая. Вот. Если кто-то делал, то вот Каюм Насыри был первым. Поэтому мы вполне законно можем сказать, что Каюм Насыри создал татарский литературный язык, который используется сейчас. Не тот создал он язык, который использовался тогда. Тогда он и сам использовал письменный язык разный, и сам в своих трудах тоже. У него был разный язык. А именно тот, который вот современно сейчас вошел потом, который на самом деле уже позже при советской власти был уже канонизирован, да, и уже окончательно отработан и создан. Это уже вообще, как и все многие языки, они при советской власти уже были введены, как бы такую, если положены в систему. Сами автографы Каюм Насыри, там есть тоже некоторые его примеры, я привел его автографы. То есть автограф — это то, что автор писал своей рукой, да? Вот эти оригиналы, которые сохранились и которые у нас тоже есть. И тут я пару примеров привел. И просто я думал, если там аудитория будет более подготовлена в этом плане, можно было даже почитать его, насколько он писал, на каком языке он писал свои эти труды, различные записки. Вы увидите, это его завещание, пусть оно останется завещанием. Это его завещание написано собственноручно, там хотел другой, который он написал как бы инструкцию для тех, кто собирается поступать в русскую гимназию. И там он очень простым, абсолютно понятным татарским языком он пишет инструкцию для татарских юношей, которые будут поступать в русскую гимназию. И вот там тот пример, он говорит о том, что язык совершенно очень близкий. Ну вот я могу просто из другого источника привести пример его письма к отцу. Это середина 19 века. Он пишет: «Язасыз запаслы булып тор дип, кайдан запаслы булыйм? 500 сум акчаны 360 көнгә тәкъсим кылсам ни каладыр». То есть здесь мы видим, что практически современный татарский язык, да, он пишет отцу своему. Ну, два слова заимствовали арабский арабизм, да, потому что они не могли, он не мог, потому что когда человек в то время начал писать, он автоматически, у него мозг переключался на то, что надо писать на литературном языке.
Это так было устроено. Они все, их так учили в медресе, когда они что-то на бумаге начали писать, это они их автоматически, у них на арабо-персидский вот переходил. Поэтому Каим Насыри, когда вот писал такие письма, он, конечно же, вот, точнее, вот этот пример говорит о том, что язык татарский, я тоже такой вывод делаю, не только на основе этих источников, но на основе других тоже различных примеров, которые миссионеры приводили, западные путешественники. Я считаю, что язык был практически тот же самый, что мы сейчас разговариваем. Что татары сейчас разговаривают, был такой же разговорный язык. Он не сильно отличался, и вот это письмо Каим Насыри это является ярким примером того, что татары разговаривали тогда на том же самом языке. Я так считаю. И в этом все больше и больше убеждаюсь. Когда мы с вами будем читать учебники по татарскому языку, там будет говориться о том, что в 19 веке много арабизмов, парсизмов было. Если вы будете смотреть спектакли татарские, посвященные тому времени, и там, например, муллы там будут разговаривать такими арабскими словами, да, там джамаат, гадаллик, блин, амаль кылларга киряк, там, да, вот так будут говорить они. Еще с этим, вот это арабский айн, это они говорят обязательно, да, это джамаат, то есть с этим прям по-арабски произносят. И это не совсем правильно, поэтому нужно вот знать нам, на каком языке разговаривали, на том же языке, я так считаю, что и сейчас, практически на том же самом языке. Не знаю, что дальше было там, в 18-19, булгарский период, вопросов очень много. У нас очень много вопросов на самом деле, потому что мало источников сохранилось, но ответы на них надо искать. Какой период Волжской Булгарии, на каком языке разговаривали, Казанское ханство, это тоже вопрос, люди разговаривают. Можно отвечать на это, но и сейчас, я думаю, с развитием искусственного интеллекта будет ускоряться решение этого вопроса, потому что можно будет эти примеры закладывать и разрабатывать по образцам эти формы, и я думаю, мы получим на это ответ. Ну вот видите, вот про язык я уже очень много говорил, а у нас есть еще другие вопросы, да? Урус Каюм, да, русский Каюм на прозвище было, что там еще? Да, он один из первых в татарском обществе, еще в медресе, начал изучать русский язык, причем по своему желанию. И вот этот Гали Рахим, который один из первых, очень большую статью написал про Каюм Насыри, потом остальные все пользовались просто из этой книги. Это вот Гали Рахим в 20-х годах, большой очерк здесь, вы опубликовали это все, есть PDF-ка есть на сайте тоже нашего института, вот эта книга. Мы опубликовали труды на татарском языке, правда, ну, при желании можно сделать там переводчиком почитать. Очень интересно, все подробности про Каюм Насыри там есть. Он тоже задается вопросом, для чего Каюм Насыри изучал русский язык? Зачем это ему нужно было? Представьте Казань того времени. Казань того времени, вот река Булак, это фактически, протока Булак, это была граница, ну, неофициальная граница, потому что она разделяла татарскую Казань на русскую. Это не значит, что нельзя было ходить, можно было ходить, да, но татары жили вот за Булаком, своей жизнью, у них вся была инфраструктура, базары, магазины, мечети, театры, все было свое, газеты выходили. У них не было необходимости изучать русский язык, вообще не было, они просто не сталкивались. То есть, если вы не сталкиваетесь, у вас нет необходимости изучать русский язык, зачем это вам нужно? Каюм Насыри то же самое, он жил в татарской части, он учился, ему тоже не было необходимости никакой. То есть он мог прекрасно жить и работать вот в этой татароязычной среде. И там были случаи, то есть когда татарам нужно было получить какой-то документ, ну, в мэрии они нанимали переводчиков и ходили там какие-то русские эти административные органы там, для того, чтобы получить какой-то документ. Даже тут я часто этот пример привожу, когда Исмаил Гаспринский, знаете, да, кто Исмаил Гаспринский, который основал газету «Тарджиман», который приехал в Казань в 80-е годы для того, чтобы найти спонсоров, он снял номер в гостинице Франции, это который Джузеппе сейчас, да, на Кремлевской, повесил объявление, что вот будет вечер, и там он хотел собрать средства для того, чтобы газету издавать. А в итоге никто не пришел. Там только купцы, вот Рамеевы пришли, один из Рамеев купцов, и еще один азербайджанский Тагиев, по-моему, там кто-то пришел, да, то есть 2 человека. И он очень обиделся из того, что не пришли татары поддержать его газету. И об этом писал. На самом деле он просто не понял вообще как бы это инфраструктуру и локацию, то есть логистику, где татары находятся, да. Они там не находились в этом, где сейчас Кремлевская, да, бывшая улица Ленина, они там вообще не были никак.
Надо было прийти в мечеть Маржани, там после пятничного намаза выступить, и тогда он собрал деньги. Он просто не туда пошел, не ту дверь открыл, не в ту дверь зашел. Вот это было так устроено, и очень мало из татар, кто работал в университете, кто проявлял интерес, изучал русский язык, там такие были, но это были единицы. То есть не было практически необходимости, потому что все было на татарском языке. Не было необходимости в продукте на русском языке. Были люди, которым нужен был русский язык. И вот этот Гали Рахим тоже задается вопросом, для чего в начале первой четверти, в первой половине 19 века, когда не было потребности в русском языке, Каюм Насыри взялся изучать русский язык. Причем его ругали за это, но он, тем не менее, потом еще он пошел работать после медресе в духовную семинарию, там преподавал в качестве практикант, носитель языка. За это вообще могли отлучить его вообще от религии. То есть, у него много возникло проблем, тогда его стали называть Урус Каюм. Литературовед Гали Рахим, который в 20-е годы отписал эту статью, он тоже не знает, как ответить на этот вопрос, потому что с практической точки зрения никакой необходимости не было в этом. Скорее всего, это мое мнение, Каюм Насыри хотел продолжить дело своих родителей и своего брата. Его брат был очень успешным бизнесменом, говоря современным языком. Работал в Москве, у него был маловаренный завод, свечной завод. Его предки тоже на ярмарках торговали. Они все знали русский язык. И, скорее всего, он в первой задаче, еще он достаточно молодой был в то время, он хотел, наверное, продолжить работать там с братом в Москве, да, заниматься этой коммерцией. И для этого, конечно, русский язык нужен был, потому что без русского языка там делать нечего было. Потому что его брат Габдельхай, которого прозвище был Казанский, он очень достиг больших успехов в Москве и вообще по всей России. Он разъезжал по всем ярмаркам российским, торговал своими товарами. Он даже пытался привлечь своих родственников. Было 5 всего сыновей его отца и одна дочь. И он всех пытался привлечь к своему делу. Но он им просто не давал деньги. Он им давал на открытие бизнеса, да, чтобы они сами могли раскрутить свой бизнес. Или вот Каюм Насыри какое-то время собирал в Казани для него эти корзины, плел для мыла, да. И какое-то время был представителем. То есть он просто денег не давал. Он давал удочку, чтобы те могли поймать рыбу. Потому что он уже довольно-таки был успешным и знал цену деньгам. Вот. И там нужно был русский язык, конечно, знать. Это во-первых. Во-вторых, конечно, любознательность, это да. 19 век, середина 19 века. Всегда нужно помнить, когда я преподавал, и сейчас тоже иногда преподаю, не в никакой форме, я говорил студентам, что если вы изучаете какое-то время, какой-то период, вам надо мысленно туда переместиться на машине времени. Вот переместиться нужно в 19 век, например, да, попробуйте переместить, и вы по-другому будете осознавать, что происходило, как вокруг, как люди жили. Контекст нужно понимать того времени. Условно говоря, просто очень короткий пример, почему Древняя Русь начала торговать с Востоком, да, изначально, а не с Западом. Когда Киевская Русь образовалась и так далее, когда славянские племена образовались, начала торговля началась. Потому что, я уже сразу отвечу, логистика так была, реки текли в сторону туда, да, то есть на товар надо было отправлять, сплавлять по рекам. Не было там невозможности других дорог, не было и так далее. То есть думать надо об этом, как все происходило. И здесь мы с вами о чем говорим? Мы с вами говорим про контекст того времени. 19 век это середина 19 века, это время, когда происходили очень большие изменения вообще в обществе. Это не только российское общество, это вообще европейское общество, революции Франции. Потом в Турции Танзимат, это период реформ начался, да, который под влиянием Франции. Вообще вот эта вся обстановка, эта вся среда, она сильно менялась. Вот эти все дискуссии шли. Среди русских дворян начались дискуссии. Все, что привело к этому, к отмене крепостного права, да, в 1961 году. Вообще вот эти демократические какие-то порывы новые. Там вообще очень шло время такое активное, переменное, очень было интересное время. Да? Это не был застой какой-то средневековый, да, когда люди сидели там, не знаю, там в какой-то избушке. Нет. Это было очень интересное время, происходило очень много. Началось это развитие мануфактур, фабрик, заводов. Появились поезда первые начали ходить. Да? Каюм Насыри у нас тоже в фонде хранятся. Это тоже очень сильно интересовался этим всем. У него есть начерченные железнодорожные
карта железных дорог России, Российской империи он рисовал. Он хорошо рисовал. И он мечтал, конечно, видимо, ну, он делал это для своих календарей, конечно, в первую очередь, да. Но сам он очень мало путешествовал. Он только в Оренбург съездил, ну, или там по Казанской губернии. Но он мечтал, конечно, путешествовать. И появление вот этих поездов, это было большим событием. Это просто было потрясением, для, в том числе и для татар того времени, да. И вот эти процессы развития технологий новых, все это сильно меняло повседневную жизнь, и в том числе и татарское общество. Например, открытие фабрик в большом количестве, в той же самой Казани, это привело к тому, что фабрики стали высасывать вот этих крестьян и татар, в том числе и соседних регионов, да, за Казани, стали приезжать. А у них менялся образ жизни. Они уже не могли соблюдать те же самые правила, ну, что касается намаза, допустим, да, хотя это все учитывалось, и русские фабриканты, я сам это читал, учитывали это обязательно, и праздники все мусульманские давали возможность и намаз читать, и, по-моему, Морозов даже этим уточнял там специально у своих помощников, там, надо ли намаз читать там когда-то. Но это вот настолько вот это развитие промышленности меняло образ жизни вообще. И Каюм Насыри, вот он в это время жил тоже. И, конечно же, он, как любознательный человек, хотел быть тоже в гуще этих событий. На татарском языке там мало что можно было тогда узнать. Да? Прессы не было. В первую очередь периодическая печать, которая ну, реагировала на какие-то события актуальные. Не разрешали газеты. Сам Каюм Насыри в 1963 году, по-моему, пытался открыть газету «Тан Йылдызы». Другие пытались. Татарам не давали разрешения выпускать свою газету. Первая татарская газета вышла только в 1905 году, после уже всех этих реформ, после революции первой. Была потребность вот в этой газете. Поэтому вот эта форма периодической печати, это календари, который он стал выпускать, да, это тоже вариант был его, тоже то, что он реализовал свою мечту. Нечего было читать, и ну, помимо тех турецких газет, которые попадали, там арабские сюда, потребность информации, вот когда так все менялось, была большая. И здесь, конечно, на русском языке было очень много всего, да, литературы. И, конечно же, те, кто знал русский язык, они были совершенно в других условиях. Они все это поглощали. Они в русских газетах, это все писалось. Все, что происходит в Европе, все эти революции, вся литература, все просвещение, искусство, все обо всем говорилось. Журналы выходили, Нивы там позже, там и так далее, и так далее. Поэтому любознательный человек, конечно же, через русский язык мог познать очень много. Он мог очень сильно и быстро развиваться. И в целом я хочу сказать, вот как бы эту тему немножко завершая, два направления было потребление информации современно актуальной. Те, кто знал турецкий, арабский, они потребляли эту информацию из турецких газет, журналов, которые в свою очередь брали из европейских. Например, Галяскар Камал написал свои первые спектакли под влиянием турецких тоже произведений. Это сильное было влияние. А другие под влиянием русского. То есть русский язык это был языком прогресса и культуры. И они это понимали. Те, кто хотел, они вот получали таким образом вот информацию. И Каюм Насыри, он тоже как любознательный человек, он развитый человек, он в свою очередь из двух источников. Он знал и арабский, и персидский, и турецкий, и оттуда брал он, и брал и через русский язык тоже брал он. Поэтому он был духовно и интеллектуально очень богатым человеком, и он очень много работал, много чего издавал, был очень разносторонним. Мы сейчас говорим, что это ученый-энциклопедист, говорим, да? Но это выражение тоже как бы относится к стереотипам определенным, к мифам. Все ученые в то время были учеными-энциклопедистами. Пусть это будут ботаники, там, пусть будут геологи, какие-то там математики, они все знали языки, по несколько языков, они все были начитаны. Они, если врач это, он знал все болезни, да, то есть не, там, не специализировался в каком-то там, как там по глазам там, или там, почему-то там ухо, горло, нос, нет. Они были все энциклопедисты, это в то время было так принято.